Первое ток-шоу о спорте. Спорт Бурятии без цензуры. Жесткие вопросы. Конкретные и бескомпромиссные ответы. Смотрите только на YouTube-канале Спорт РБ. Ведущий Алексей Туробов. Доброго во времени суток и вновь спорт Бурятии без цензуры. И сегодня мы поговорим о футболе Бурятии, а у нас в гостях главный тренер футбольного клуба Бурятия или сборной Бурятии по футболу, как кому угодно, а также председатель президиума Федерации футбола Бурятии, судья Российской футбольной премьер-лиги Роман Галимов. Встречаем! Аплодисменты, давайте. Да, можно здесь немножко похлопать. Нормально. Ну что, мы начнем с того, наверное, что сразу вопрос к тебе, Александр. Смотри, что в настоящий момент переживает наша команда, футбольный клуб Бурятия? Команда что переживает? Команда готовится к выступлению в высшей лиге ЛФК 2019. Идет планомерная работа. То есть сейчас мы проходим учебно-тренировочные сборы уже вторые. Поэтому все хорошо, все позитивно, готовимся. Так а до этого же момент такой был, что не было денег вообще даже на поездки. Как это все порешилось? На сегодняшний момент мы разговариваем с людьми, находим понимание. То есть люди идут нам навстречу, и поэтому дают какие-то беговые дорожки, футбольные поля, пусть они будут нестандартные где-то. Пытаемся там найти какие-то правильные упражнения, чтобы они нам помогли в дальнейшем. Но я еще раз повторюсь, что партнеры есть понимание, тренируемся, готовимся. В смысле, партнеры это кто? То есть какие-то люди, которые вообще Давайте назовем имена, кто помогает. Первый учебно-тренировочный сбор мы провели на стадионе «Юность». То есть, спортивная школа номер 5 нам помогла. То есть какие-то тренировочные процессы, порядка 8-9 тренировок мы провели там, беговая работа. Сейчас у нас тренировочный сбор проходит на стадионе БГУ. То есть он уже заканчивается 19 числа. И основной сбор мы уже заходим планомерно на центральный стадион. То есть начинаем работать, уже готовиться к первому туру 10 мая. 10 мая с кем будет встреча? 10 мая у нас по расписанию стоит, если я не ошибаюсь, Полимер Барнаул. И 12 мая, по-моему, Кемерово стоит. Я могу ошибиться, но даты точные, 10-12 мая. Что Саша, наверное, не сказал, да, в том плане, что 28 апреля у нас есть возможность еще принять кубок, участие в Кубке России. Но пока вопрос финансов упирается, то есть мы как раз таки этим вопросом занимаемся, потому что, опять-таки, участие в Кубке – это дополнительный взнос, дополнительное проведение матчей. Сколько сколько с команды берут за участие в Кубке России? На данном этапе любительских команд это 45 тысяч. 45 тысяч, да. 45 тысяч – это взнос организационный. И плюс поездка сколько? Мы сейчас можем принять дома. Команду, принимаем здесь у себя, а если выигрываем, естественно, едем дальше, это уже вне календаря. Плюс еще то, что мы обсуждали, вопрос задали, изначально, допустим, мы планировали, что будет участие принимать 8 команд, как в прошлом году принимал участие по высшей лиге. Мы как победители автоматически проходим высшую лигу, в этом году мы прошли, принимаем участие, сейчас так получилось, что лигу расширили до 12 команд. Сами понимаете, что и это дополнительно 3 выезда, дополнительно 3 матча дома. Естественно, это увеличиваются расходы в связи с этим. На одну поездку команды сколько уходит денег-то все-таки конкретно мне? Мы едем на поезде, покупаем билеты, приезжаем, устраиваемся в гостиницу, кушаем и выступаем, возвращаемся обратно. Сколько команда из скольких человек едет? Сейчас получается у нас 11 выездов, мы их разделили 4-3-3, то есть 3 выезда и 4 четвертной выезд. На 3 тура выезд, на 4 тура выезд, чтобы, соответственно, денег много не тратить, мы сразу уезжаем на 4 тура. Поездка сейчас на 4 тура, она обходится нам порядка 450-480 тысяч рублей. По сути-то это не такие уж большие деньги для... Вы сами понимаете, что 4 игры провести за короткий промежуток времени, это, естественно, важное восстановление, и хорошее питание, и витаминки.
витамины, естественно, плюс проживание хороших, по крайней мере, хотя бы в добротных условиях каких-либо. Поэтому в связи с тем, что бюджет ограниченный, вынужден там и количество и ребят, которые могут ехать, сокращать. Ну, скамейки запасных. Ну да, это уже не 18 поедет, а, грубо говоря, 16-15 человек, а если ехать на 4 тура, это через день играть, то есть это очень тяжело. И, Четвертую игру там уже могут и сегодня не остаться. Может даже и бойцов не остаться. Тренерский Было штаб. в прошлом году? В позапрошлом, в 2017 году, да, были у нас такие трудности. Мы выезжали на первый выезд 14 или 15 человек. А во втором туре выходил я даже сам на замену. То есть в Междуреченске, да, заявили меня. Мне пришлось выходить самому играть. В этом году, похоже, такая схема будет. Ну почему? Будем стараться, чтобы такого не произошло. А вот смотрите, вот как, министерство профильное, оно же должно помогать команде, или там какая-то сумма выделяется определенная? Да, уже на и протяжении нескольких последних есть у нас определенная сумма заложена. Одна и та же? Одна и та же, да. Сколько? 4 миллиона рублей. 4 миллиона рублей на весь футбол в Республике Бурятия. То есть входит туда и проведение детских каких-то соревнований? Что у нас по календарю, вот, по массовому футболу порядка 28 мероприятий, ну и команда Бурятии. На команду Бурятии 2,5 миллиона. В те 1,5 миллиона мы, так скажем, выделяем по 100 тысяч рублей на каждую юношескую сборную, которая принимает на национальных соревнованиях. Это 4 возраста, то есть 400 тысяч. Плюс, естественно, мы на эти деньги, естественно, мы не можем полностью все оплатить. Мы поддерживаем выезды команд. У нас вот всероссийский турнир мини-футбол в школу. В этом году у нас 2 финалиста получилось, 2 команды девочек. На финал России они уже поехали потом. Плюс поддержка команд, которые выезжают на финал кожаного мяча. Это в среднем каждое соревнование, там 6 команд, тут 8 команд. Все приходят, говорят, дайте нам деньги, мы же хотим ехать. Ну и пусть наши все здесь местные соревнования, которые проходят, ветеранские, женские, детские, юношеские, мужские. Соревнований у нас очень много хватает, поэтому работа ведется. Друзья меня спросили, почему вы программу пишете в кафе «Репортер». Ну, сразу скажу, что тут прекрасное обслуживание, великолепный кофе, отличный чай. Тут спокойно и тихо. Спорт Бурятии без цензуры. Кафе «Репортер». Вот смотрите, вот деньги, которые выделяются в течение 3-4 лет, одна и та же сумма вообще. А Министерство спорта как-то реагирует на это, что в любом случае цены меняются, это меняется, жилье меняется, сколько по стоимости, да, например, гостиницы. Мы со своей стороны, естественно, подаем в конце каждого года свой календарный план, на что мы рассчитываем. Ну и уже министерство, исходя из своих сил и возможностей, видимо, они определяют, куда, кому, сколько направить. Поэтому это лучше вопрос надо задавать в министерство. Так вот на нормальную жизнь, допустим, футбольной команды высшей лиги, да, даже, мы смотрели, порядка 5-6 миллионов это реально необходимо. Это чтобы нормально все ходить и обуть, тренировочный процесс нормально был выстроен. Плюс о том, что Александр говорит, выезд мы просим, мы пишем. Обычно все команды ездят 2 игры. Спаренные игры, пятницу, воскресенье отыграли, вернулись домой. То есть для нас это проблема огромнейшая будет, если мы, допустим, 2 игры выехали в Новосибирск, вернулись в Улан-Удэ, поехали в Барнаул опять через Новосибирск. Поэтому те команды, которые будут близко, посмотрели календарь, нам пошли навстречу, и сказали, что мы участвовали. И вот так вот живем. Выживаем, живем, а как вообще, на что существуют, на что живут ребята, которые играют в команде? Я чуть не понял, у них они семейные, им семью кормить надо. Ну это все понятно, конечно. Где они? Ребята также тренируются, у кого есть возможность, то есть мы никого не обязываем, то есть мы подходим к этому вопросу очень так скрупулезно и ребятам позволяем приходить им, когда они смогут тренировочный процесс посещать. То есть если работа, конечно, они ходят на работу, кто-то учится, но если есть возможность, они приходят обязательно на тренировку. Ну это же говорит о том, что целостный тренировочный процесс по большому-то счету отсутствует в команде, да? Захотел, пришел, захотел, не пришел или как? Не то, что захотел, пришел, не пришел, просто мы должны подстраиваться под ребят. У них нет никаких контрактов, то есть это, еще раз повторю, любительский клуб, любительская сборная, то есть поэтому никаких контрактов нету. Вообще, нужна ли нам команда-то, если мы в таких условиях прозябаем, извините, ребятам приходится, я знаю, что некоторые игроки тупо идут и участвуют в мини-футбольных турнирах, чтобы как-то заработать себе.
какие-то деньги. Есть И такая это практика, есть, да? есть такая практика. Это не только в нашем регионе это происходит. Ну, с другой стороны, поймите, если мы сейчас скажем, да, у нас с 2003 года нет профессиональной команды. Тоже в свое время наверняка там сказали, а нужна ли нам команда, например. Давай мы немножко прикроем, порядок наведем и потом. А с 2003 года ведь ничего нет. Потом были такие всплески, была замечательная команда, допустим, коммунальная, которая наводила шум в Сибири, да, и выезжали на финал, как победители Кубка Сибири, сидел ФК. Лучшие бомбардиры у нас играли здесь. Плюс потом появилось, как внимание обратило на руководство республики, да, на футбол. Сказали, давайте программу. К 2015 году должна быть профессиональная команда. Большие, хорошие деньги. Построился как раз новый стадион. На данный момент, ну, понятно, что у нас там нет крыши, ничего, но сам как спортобъект, один из последних спортобъектов на территории там, Сибири и Дальнего Востока построен. Кто приезжали, там команды КФК, все были там, в восторге от стадиона. Если мы, конечно, скажем, нам ничего не надо, тогда и смысла нет. Вот смотрите, мы, допустим, там 4-5 лет назад начинали детские соревнования по младшим возрастам. У нас играло 8 команд. На данный момент 19 команд играют ребятишек там 8-9 года, 10-11 года. Они же хотят потом куда-то прийти, они, допустим, будут приходить на матч команды Бурятии и понимать, что, в принципе, если я буду хорошо работать, тренироваться, то я туда попаду. Не попадет, но он, по крайней мере, будет у него культура и Нет, желание. это желание каждого ребенка, понятно, что Они прийти должны. и дойти до команды мастеров. Но если вот они будут сейчас смотреть, и вот команда мастеров играет в таком, ну, как бы не совсем какое-то шаткое положение такое, поедем мы на сезон, а будет у нас сезон или нет, дадут ли нам денег или нет. Это вот каждый год возвращается вот. Это из года в год история такая одна и та же, ничего не А меняется. вот что-то кардинальное как-то можно решить, привлечь спонсоров тех же, все равно, ну, есть люди, которые Там дают деньги. работа ведется, но вы поймите, что те люди, которые могут оказать помощь, они ограничены их количество. Республика у нас не самая большая, не самая богатая, и все виды спорта, в принципе, по кругу ходят к одним и тем же людям. Следовательно, и они как бы в меру своих возможностей оказывают помощь. Ну, проще тогда дать на одного боксера или борца дать денег, чем на какую-то команду, чтобы она поехала, да? Ну, ведь наверняка в любом случае проще поддержать одного человека в рамках определенного бюджета, чем ты, условно говоря, те же деньги даешь на команду, и они там как бы распыляются. Но для нас, допустим, мы говорим, вот реально сейчас каждый рубль дорог, то есть, который мы привлекаем, который, когда нам люди идут на встречу, кто-то дает там тем, что у него есть, там, каким-то зачетом. На самом деле, вот, там, до последнего времени как бы, люди повернулись, пошли, там, Александр хорошую работу провел. И видно, что, в принципе, люди как бы готовы помогать, но просто не у всех это в большом количестве. Это у нас получается как сокращение, минимизировать расходы, и Александр теперь, помимо того, что ты занимаешься еще тренерской деятельностью, теперь ты будешь еще и менеджером команды. Вот Мадасова Сергея Александровича с почетом, так сказать, проводили с должности. Что не устроило это в его работе, и как вы-то свою работу, вот, как это не сложно ли совмещать тренерскую и сразу вот еще и ходить и продавать ее? Насчет Мадасова Сергея Александровича я, наверное, скажу, потому что в любом случае 2 года назад, когда пришли в команду, они, Мадасов и Александр Башкевич, да, определенные были задачи поставлены перед ними президиумом Федерации футбола. Прошло 2 года. Вот. В прошлом году команда вынуждена была участвовать по первой лиге, естественно, в принципе, ребята провели хорошую работу, победили, но был разговор о том, что мы должны были за эти 2 года сделать существенный шаг вперед, обратить внимание правительства республики, главы, да, республики, к себе внимание привлечь и по возможности, как говорится, создать хороший фундамент, чтобы мы могли двигаться дальше уже, так сказать, уверенно, а не так вот каждый год садиться перед сезоном и думать, идти в сезон, не идти, получится, не получится, да, считать вот так вот там копеечка копеечки. Вот. Этого, в принципе, сделано не было. То есть был хороший результат спортивный. В первый год выступления команда заняла 6-е место при самом минимальном бюджете в зоне. Вот. В прошлом году выиграли, но в плане вот этой фундаментальности, материальности не было. И решение президиума Сергея Александровича выразили благодарность, но попросили освободить должность свою. Он сказал, что никаких проблем нету, ему действительно стало уже тяжело эту работу вести. Это все вернемся Александра, да, все, теперь он рассказывает. Вот, давай вернемся. Вот, не тяжело ли будет совмещать вот это вот? Ты не порвешься физически? Конечно, определенные сложности есть, но на сегодняшний момент мы роли распределили. То есть у нас административный штаб очень такой большой, то есть это 4 тренера,
включая врача, кто-то занимается фотографиями, видео. То есть мы все роли распределили. На сегодняшний день мне помогает старший тренер, это Ступаков Илья Владимирович. То есть все региональные вопросы по заселению команды, где мы будем выступать, когда тренировка. То есть эти все вопросы занимается он непосредственно. То, что касается меня, конечно, это тренировочный процесс, ну и те партнеры, так скажем, спонсоры, с какими я смогу сработаться в нашем регионе. Поэтому роли распределены, я думаю, все получится, в этом проблем не будет. Ну, была вот названа сумма, да, в пределах 6 миллионов, да, на сезон. 5-6 миллионов, я так думаю, да. То есть еще пару миллиончиков подкинули, да, грубо говоря? Даже Сейчас... пару миллиончиков. Даже я на пару согласен. Не отказались. Да. Не, смотрите, а вот ребята, подпитка команды, откуда они вообще, вот, игроки-то в основном? Я знаю, что практически молодая команда. Ну, у нас, наши ребята. да, каждый год команда, я говорю, 90% меняется. 70% обновления состава точно идет, каждый год. Конкуренция такая есть? Но у нас, еще раз, конкуренция есть. Кто-то сегодня может, завтра у него жена родила, он не может, там, не знаю, работу поменял. То есть нюансов много, поэтому эти все факторы, если учесть, то команда обновляется каждый год. Давайте так, немножко пофантазируем, вот, будучи, например, министром спорта Республики Бурятия. Ну, России, давайте, ты Россия, ты Бурятия. Вот что бы ты сделал здесь, на местном уровне, а ты бы что бы на российском сделал? Ну, давайте вот так вот. С меня начнем, я как бы Давай, с регионов. начнем с регионов. Да, но если, конечно, надо знать, какие рычаги есть у министра, да, чтобы так ответить на этот вопрос. Но если пофантазировать, да, то, конечно, что бы я бы сделал, я, наверное, создал бы максимально комфортные условия для всех видов спорта. То есть это не значит, что, допустим, Рубашкевич пришел на эту должность, да, и лоббирует только футбол. То есть всем должно быть максимально комфортно. Министерство спорта России Роман Галимов, давайте. Ну, в целом, получается, что наверняка в любом случае какие-то нужны, наверное, преференции, льготы на региональном уровне. А если люди готовы оказывать какую-то помощь, то наверняка нужно им тоже идти навстречу. Вот, наверняка на федеральном уровне наверняка возможно такие какие-то вопросы решить, если невозможно решать в регионах. С другой стороны, если в каком-то конкретном регионе люди сказали, вот мы хотим вот так, если федеральный законы позволяют, то, может быть, и это надо делать. Вот. Опять-таки, развитие, наверное, спорта должно проходить по всей стране, быть не централизованным. У нас основная здесь, в принципе, это проблема дальних расстояний, проблема разъездов, выездов, возможно, какой-то государственной монополии, может быть, сказать, давайте, ребята, вот, поддержите, допустим, РЖД, допустим, давайте вот вы будете поддерживать соревнования второй лиги, команде будут давать субсидируемые какие-то билеты, или авиакомпания какая-то возьмет на себя эти все вопросы. Вот. А остальное, я думаю, в любом случае, в каждом регионе тогда уже будет попроще решать остальные вещи в плане организации уже внутреннего процесса. Агитацию провели, так что мы можем, кандидаты есть. Отлично. Остается совсем буквально немного. Пожелания, не знаю, как болельщиков. Давайте. Вот что мы могли бы сказать, вот чем, вот какие слова, найдите слово. В любом случае, естественно, болельщики, мы фанаты своего дела, мы фанаты бурятского футбола. Несмотря ни на что, мы хотим, чтобы футбол здесь жил, развивался, чтобы пока, может быть, через тернии к этим звездам мы когда-нибудь придем, случится такой момент, да, и, условно говоря, руководители республики скажут, мы хотим здесь команду. А мы скажем, у нас команда есть, вот, вы нас оденете, обуйте, и мы уже готовы идти дальше. В принципе, на данный момент мы готовы. Ну, я скажу кратко. Живите футболом, играйте в футбол, и все получится. Ну, если резюмировать все вышесказанное, я думаю, что сейчас нашим болельщикам, тем любителям футбола, которые у нас здесь есть в республике, которые болеют за нашу команду, футбольный клуб Бурятия, там где-то в других регионах, живя не знаю, за границей, все равно они знают об этой команде. Ребят, давайте объединим свои усилия, возьмем, поддержим свою команду перед началом, перед выходом, перед чемпионатом России, поддержим нашу команду в соцсетях, напишем приятные слова в адрес наших игроков. Хэштег футбольный клуб Бурятия, Республика Бурятия, футбол, я не знаю. И, естественно, не забываем смотреть программу «Спорт Бурятии без цензуры». А сегодня о футболе нам рассказал Роман Галимов.
министр спорта России и министр спорта Бурятии Александр Рубашкевич. Аплодисменты. Все, спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Классно. Спасибо. Это был «Спорт Бурятии» без цензуры. Подписываемся, друзья, на канал, ставим лайки, колокольчики. Самый главный вопрос к вам. Кого бы хотели увидеть у нас в программе из спортсменов Бурятии? Пишите в комментариях. «Спорт Бурятии» без цензуры и Алексей Турбов.